Земляки, привет! Этот майский понедельник мы открываем позитивным выпуском информационно-развлекательной программы «Студия-11». В нашем плейлисте немало интересных материалов, сюжеты, интервью и лайфхаки. Наша команда постаралась напитать каждую эфирную минутку хорошим настроением. Как по мне, получилось здорово, а вы свою оценку дадите в конце выпуска. Итак, краткий анонс сегодняшней передачи. Лето без отравлений. Виктория Палкина о мерах профилактики. Черепаший праздник. Чем могут удивить древние пресмыкающиеся? Именитый наставник. Тренер Алины Кабаевой посетил столицу Коми. Все с нетерпением ждут лета, самого настоящего, с купанием в речке и новыми путешествиями. Бесспорно, для северян горячая пора. Но пока одни активно отдыхают, другие активно работают. У инфекционистов работы в жаркое время становится больше. Впрочем, попасть в больницу можно не только с банальным отравлением. Не спят и вирусы. О мерах профилактики знают все, но забывают их применять. Виктория Палкина напомнит. Ротавирусная инфекция – ужас любого родителя, может испортить даже самый веселый отдых. Это известное кишечное заболевание, заразиться которым очень просто, ведь это вирус. Вирус живучий и очень подвижный. Вот основные пути передачи ротавируса. Водный, при котором возбудитель попадает непосредственно в воду. Нахлебался в бассейне или море, и вирус уже в тебе. Пищевой путь. Заражение происходит через продукты питания. И самый распространенный – контактно-бытовой. Никакой профилактики на ранней стадии не существует, да и сама эта стадия может длиться лишь несколько часов. Многократная рвота и диарея, температура и резкая слабость валят с ног как детей, так и взрослых. А инфицирование во время отпуска каждый год омрачает отдых тысячам россиянам. Инфекция ротавирусная, она включает несколько штаммов. Получается иммунитет типа специфичный. То есть нет гарантии, что переболев от одного штамма вы получите иммунитет, который защитит вас от других штаммов. Такого нет. Неудивительно, что знакомство с ротавирусной инфекцией у многих случается на море. Ведь для такого рандеву здесь есть все условия. А несоблюдение простых санитарных правил, особенно детьми, резко увеличивает риск заражения. В летний период, когда мы находимся за пределами квартиры и отсутствует у нас холодильное оборудование, применять, опять же, бутилированную воду, не скоропортящиеся продукты питания, использовать контейнеры. Ну и, наверное, можно использовать в автомобильном транспорте это холодильное оборудование переносное, термосумки в том числе. Эти элементарные правила помогут избежать не только ротавируса, но и отравления. По статистике Роспотребнадзора Краснодарского края, каждое лето на больничной койке оказываются любители дорожных пирожков, салатов из кафе на морском побережье и открытых арбузов на рыночных прилавках. Мудрость, богатство и долголетие – все это символизирует черепаха. Сегодня, 23 мая, во многих странах отмечается Всемирный день этого необычного животного. Сама черепашья фигура таит в себе немало интересного. Например, ее образ лег в основу многих сюжетов сказок, фильмов и мультфильмов. Они говорили, пели песни, делились знаниями и опытом. Пресмыкающиеся реальные тоже могут удивить. Черепахи чувствительны к магнитному полю Земли, потому они могут понять, в какой именно части океана находятся, и с легкостью вернуться на стоянку. Поговаривают, что их врожденное чувство направления работает точнее компаса. Еще один факт – дикие черепашки зачастую пускают слезу. Но если вы станете свидетелем этого явления, не спешите утешать зверушку. В отличие от человека, тортилы могут пить соленую воду из океанов и морей. У них есть специальный орган, который после избавляется от лишней соли через глаза. Вот так, если у вас есть дома черепашка, обязательно поздравьте ее с профессиональным праздником. А мы идем дальше. Именитые спортсмены часто посещают Коми, чтобы поделиться своими наработками с юными коллегами. Так, недавно в республику приехал заслуженный тренер страны Михаил Первых, человек, который готовил к чемпионству саму Алину Кабаеву. Чему же научил хореограф сборной команды России и Центра олимпийской подготовки гимнасток республики, я узнала накануне.
Михаил, рада вас видеть у нас в Сыктывкаре. 8-й год вы уже сюда приезжаете. 8-й год мы уже сотрудничаем с Федерацией художественной гимнастики под руководством Куклиной Ольги Юрьевны. Выстраиваем под это, я свой график выстраиваю довольно плотный. Ну, естественно, планирует Федерация. Каждый цикл, когда идет смена правил в гимнастике, то мы разрабатываем программу, подстраиваясь под эти правила, которые меняются, и уже выстраиваем план работы, который планируем заранее, спрашиваем пожелания тренеров местных и планируем, какой объем работы надо освоить за короткий промежуток времени. Я знаю, что вы приехали не один, приехали со своей командой. Каждый из педагогов, он по своему направлению обучает наших девчонок. Да, привожу команду свою, с которой сотрудничаю уже более 10 лет. Люди, которые дышат со мной одним воздухом, то есть понимают поставленную цель, которую я им после уже обсуждения с тренерским составом плана работы на будущий сбор, я уже ставлю непосредственную задачу для своей команды. Знаю, что вы работали и с Алиной Кабаевой. Вот скажите нам по секрету, чемпионок-то сразу видно на ковре? Ну, потенциал, допустим, для меня я всегда вижу. Но чтобы стать чемпионкой, должно очень много факторов сложиться все в одно. Это природные данные, то есть сложение гимнастки изначально с детства. Это и координационные способности, не только предметная координационная способность, но еще и тело-координационная способность, выученность, потому что это очень короткий вид спорта, то есть он еще он рано начинается, рано заканчивается. Чемпионкой становится тот, кто терпит. Потому что терпит сборы, терпит нагрузку, терпит тренировки. Только там соревнования, это так все прекрасно, да, но и есть монотонный ежедневный труд, тяжелейший. Вот, режим, дисциплина, питание, это же адский труд. Поэтому кто вот это вот выдерживает, да, тот становится в итоге чемпионом. 8 дней девчонки под покровительством вашей команды и вас тренировали свою программу. Потом они как-то свои умения, которые получили за эту чуть больше недели, показали зрителям? Да, 8 числа у нас состоялся отчетный концерт, в котором мы показали плод своей работы. 7 дней – это практически ничего. Но за этот короткий промежуток времени мы освоили очень огромный объем материала. Дети молодцы, тяжело было, ничего не могу сказать, но все справились. И зрители это все увидели. Вот. И концерт это отчетный мы посвятили Великой Победе 9 мая, нашему великому празднику. Концерт, на мой взгляд, получился очень хороший. Сашенька, ты одна из самых юных гимнасток здесь на ковре. Сколько тебе лет? 6. Понравилось с Михаилом Геннадьевичем работать? Да. Что больше всего понравилось? Мне понравилось делать затяжку и садиться на шпагаты. Ничего себе, вот это вот умение. Вот тебе 6 лет. Не тяжело ли гимнастикой заниматься? Много же часов, наверное, проводишь здесь? Здесь да, в орбите нет. Ну, где угодно, там и туда и хожу. Кем ты будешь, когда вырастешь? Гимнасткой великой? Я думаю, что я буду как Катя Селезнева, точно. Ну, я тебе это желаю. Сашенька, можно я пожму твою ручку маленькую? Спасибо тебе за интервью. Пожалуйста. Отличные снимки получаются в том случае, когда между фотографом и моделью образовался контакт. А для этого мало быть на одной волне. Важно понимать, что ради хорошего кадра каждый из участников процесса пойдет на многое. При должной фантазии из, казалось бы, несовместимых вещей можно выдумать интересный досуг. Все, что нам понадобится – машинки на радиоуправлении и беговая дорожка.
Ненадолго прервемся. Вернемся к изучению материала со знаком «плюс» после небольшой паузы. Не переключайтесь. И вновь в эфире «Студия 11». Все самое необычное, красочное и интересное собрано в нашей передаче. И это не пустые слова, скоро убедитесь сами. Но для начала небольшой анонс. Присутствие. Разговор метафорами о бескрайнем севере. Лесные пожары. О людях, которые держат руку на пульсе. Сохранить нельзя расстаться. Где поставить запятую в контексте созависимости. Сакрализация пространства Севера, его дух и жизнь. Художественный взгляд на привычные вещи и метафоры к реальности. Выставка Кристины Овсянкиной «Присутствие» перемещает нас в голову художника, раскрывает ее чувства и показывает родные края под другим углом. Больше об экспозиции в нашем следующем сюжете. Персональная выставка Кристины Овсянкиной «Присутствие» – это история о живом чувстве, неведомой и непостижимой реальности, из которой складывается тайна Севера. Одной темой объединены почти 40 работ. В основном мотивы художница искала на пленэрах и в поездках. Здесь Коми, Архангельская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Во-первых, Север для меня – это нечто родное. И это какая-то такая глубокая метафора чего-то чистого, светлого, возможно, какой-то духовной составляющей. Образы Севера на холстах разных размеров на этой экспозиции соседствуют со страницами из скетчбука художницы. Вот, например, сон про дедушку, которого у Кристины никогда не было. По словам автора, такой прием на выставке здесь сделан для того, чтобы придать экспозиции некую воздушность и даже нереальность происходящего. Те, кто знаком с творчеством Кристины, могли заметить, что зачастую ее работы пастельно-светлые. В них практически нет черного цвета и мрачных оттенков. Полотна хочется рассматривать и додумывать. Но не секрет, что холст оголяет эмоции художника, а они, в свою очередь, не всегда могут быть хорошими. Вот и здесь место для темноты нашлось. Той осенью художница по-особенному воспринимала этот мир. Цветовая гамма – один из способов передать переживания. Это такой современный эмоциональный импрессионизм. Все составляющие этого стиля у нее есть. То есть она не то, что там цитирует, не то, что она использует все приемы, но то, что отсылок к этому, современное такое прочтение этого, у нее, конечно, прослеживается во всех работах. Это цвет, свет, подвижность, миг, вода, отражение. И, конечно, горы. Самоцвет выделяется среди других картин. Яркими, практически кислотными цветами здесь изображен приполярный Урал. Там не конкретное место, а именно вот это состояние какого-то и места силы, и, возможно, какого-то магического пространства. И эта картина, она, например, переворачивается, и там, с другой стороны, тоже получается пейзаж. Коллаж, графика и живопись. Смешение форм и стилей придает экспозиции особый шарм. Поприсутствовать в голове художницы, понять, близко ли вам ее видение Севера, можно до 6 июня в Национальной галерее Республики Коми. Лес – одно из главных богатств нашей республики. Пожары – беда, которая растрачивает это достояние. Сотрудники Коми лесопожарного центра сейчас в боевой готовности. Кто такой летчик-наблюдатель и что входит в его обязанности? Поговорим об этом с Александром Нессанелис. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. И все-таки, кто такой летчик-наблюдатель? Летчик-наблюдатель – это высококвалифицированный специалист лесного хозяйства, который в составе летного экипажа совершает лесоавиационные работы. Это тушение, обнаружение лесных пожаров и их обслуживание. Вы работаете по всей республике, как я Да, понимаю? у нас есть свои авиаточки, мы работаем по всей республике Коми. Всего какой штат? Штат летчиков-наблюдателей на сегодняшний день составляет 12 человек. И что же должен уметь специалист, что входит в его обязанности? В обязанностях летчика-наблюдателя входит своевременное обнаружение, своевременное тушение, своевременная доставка сил и средств на конкретную задачу на тушение лесного пожара и дальнейшая его локализация и ликвидация. То есть он такой своеобразный дирижер
дирижер в управлении тушением лесного пожара. К сожалению, в мае пожары случаются все чаще и чаще. Получается, для вас это, так скажем, такая трудовая пора. Все верно, да, у нас лесопожарный центр с 29 января, как сказать, в ружье встал. То есть у нас открылся режим противопожарный. Значит, с мая по сентябрь месяц мы находимся в так называемом дежурстве. То есть в любой момент, когда класс пожарной опасности на территории республики вырастает в каком-то определенном районе, мы совершаем облет. И, обнаружив лесной пожар, передаем первую информацию диспетчеру, который находится в данном районе. То есть можно сказать, что летчик-наблюдатель — это тот первый человек, который видит первый пожар. Ну, я думаю, что в своей работе на интуицию вы надеетесь вряд ли. Наверняка есть какие-то гаджеты, которые помогают вам узнать, где сейчас пожар. Ну, ты знаете, да, если, допустим, говорить каких-то в объемных масштабах, есть есть космический мониторинг, благодаря спутникам он может определить пожар, где находится. Он довольно-таки информативный, он помогает нам, и даже если мы не совершаем облет, найти то место, где в данный момент может находиться пожар. А также хочу отметить, что в советское время, когда летчик-наблюдатель совершал полеты, у него были патрульные карты. Это довольно-таки массивные такие огромные баулы. Вот они у меня вот здесь вот представлены, здесь в моем летном рюкзаке, так сказать. А сейчас, в наше время, все это свелось к гаджету, такому как планшет. И в этом планшете летчик-наблюдатель может совершить свой полет, может передать информацию наземной службе, и через данное приложение, мобильное приложение «Лесные пожары» оперативность достигает гораздо быстрее в плане принятия решений на реагирование пожара. Я знаю, что вы и ваша команда зачастую прыгаете с парашюта. Зачем и для чего? А все очень просто. У нас Республика Коми, она довольно-таки слабо развита наземным путем. Обычно же легко доехать до леса наземно. Есть так называемая авиационная зона охраны лесов, туда, куда нога человека очень сложно ступить. Поэтому доставляются люди через транспортный самолет Ан-2, либо вертолет Ми-8. Александр, спасибо вам большое за краткий экскурс в профессию. Надеемся, что когда-нибудь удастся познакомиться с вашей работой поближе. Было очень приятно пообщаться. Благодарю. Спасибо. Спасибо большое. Созависимость в отношениях может быть невероятно разрушительной, часто даже из-за того, что вы не осознаете, что она присутствует в вашей жизни. Чрезмерная поглощенность другим человеком, мучительные переживания отражаются и на других сферах жизни. Продолжит тему психолог. Зрелые гармоничные отношения могут выстроиться только у зрелых гармоничных личностей. Очень часто, когда пара встречает друг друга, они перекладывают друг на друга все свои комплексы, все свои проблемы из детства или во взрослой жизни. И тогда случаются опять-таки непонимания и конфликты. Отношения должны строиться в позиции взрослый-взрослый. Два автономных, свободных, отдельных человека строят отношения и идут по этой жизни вместе. Если один человек чувствует себя неполноценным, и он встречает второго такого человека, то вместе им кажется, что они становятся единым целым. Тогда такие отношения становятся зависимыми. Ты дополняешь меня, я дополняю тебя. Женщина уверена в том, что мужчина должен защищать ее, он должен ее обеспечивать, он должен реагировать на любые ее капризы, жалеть ее и соглашаться со всем тем, что она говорит, даже если она не права. Другими словами, эта женщина ищет в этом мужчине отца, который выполнит все эти функции заботы и защиты. Мужчины также могут находиться в детской позиции и требовать от женщины такого материнского отношения. Ты должна заботиться обо мне, ты должна готовить, ты должна содержать дом в чистоте и порядке, а я просто зарабатываю деньги, прихожу, не трогайте меня, я хочу отдыхать и смотреть телевизор. Эта позиция неправильна, потому что так или иначе когда-нибудь она надоест одному из партнеров, потому что это эмоционально тяжело. Только когда каждый из партнеров почувствует себя автономным, когда он сможет сам себя защитить, когда он сможет сам себя обеспечить, когда он сможет сам себе что-то разрешить и почувствовать себя свободным, тогда эти отношения будут зрелыми, гармоничными и счастливыми.
На этом все, друзья. Остается пожелать вам хорошего настроения, интересных собеседников и праздников в душе. В эфире была программа «Студия 11». Меня зовут Алена Туркина. Пока!